Исәмсез безнең кадерле дусларыбыз. Сегодня вместе с вами мы отправляемся в настоящую сказку. Нас ждут удивительные приключения вместе с участницами конкурса «Татар кызы Нени Энҗеләр». В этом году наш конкурс пройдет уже в 4-й раз. Нени Энҗеләр – это младшие сестренки Татар кызы. В проекте принимают участие девочки от 8 до 10 лет. Они будут не только состязаться в своих знаниях и умениях, но прежде всего учиться. И многое предстоит узнать об истории, культуре и традициях татарского народа. Конкурс закончится большим праздничным концертом. Он пройдет в Челябинской областной филармонии. А пока история проекта только начинается. Первый этап отборочного тура – тестирование. До начала занятий педагогам нужно выяснить, насколько хорошо наши жемчужины знают татарский язык. Многие из них прилежно готовились к участию в конкурсе. Татарский пока только учу. И с этими заданиями я с некоторыми справилась, с некоторыми нет. Я готовилась, изучала все. У меня бабушка помогает язык, у меня словари есть, я азбуки. Вот. Тема конкурса в этом году – татарские сказки. Члены жюри решили проверить, знакомы ли девочки с их героями. Это задание оказалось самым сложным и самым интересным. Сейчас я выполняю задание. Надо приклеить сказку одного героя. Например, как Суаннасы. Там про водяную девушку. Я ее уже приклеила. И теперь я приклеиваю «Кажи Байлын Сары». В волшебной стране участниц конкурса ждет еще много тайн и загадок, добрых советов и мудрых уроков. Почему так важно читать сказки? Давайте попробуем разобраться. Литература каждого народа берет начало в сказках. Давным-давно, когда люди еще не умели писать, они рассказывали друг другу интересные и поучительные истории о том, как устроен мир, как добро борется со злом и обязательно побеждает. В сказках, словно в зеркале, отражаются традиции народа. Мы можем узнать, как жили и о чем думали люди много веков назад. Великие писатели тоже любили народные сказки и создавали на их основе свои произведения. Самый яркий и самый известный пример – поэма Габдуллы Тукая «Шурале». Гадатым, ялгыз кешеләрне кытыклап үтерәм. Мин әле күргәч сине шатлыгымнан үкерәм. Злого лесного духа можно встретить во многих сказках. Кстати, каждый народ называл его по-разному. Шурале – это брат русского лешего. На узкой тропинке с ними лучше не встречаться. А если уж довелось, то стоит призвать на помощь двух союзников – смелость и смекалку. И тогда добро обязательно победит. В сказках по-другому не бывает. Смелость и смекалка пригодятся участницам нашего конкурса. С первым этапом они справились успешно. Можно двигаться вперед. Бу турга, бу интеллектуаль турга балалар бик нык әзерләнеп килгәннәр. Шуңа күрә аларның белемнәре күренеп тора. Бик матур итеп эшләр. Балалар кичкенә булуына карамастан әкиятләрне дә беләләр. Һәм төсләрне дә, саннарны да белүләрен, үзләренең белемнәрен күрсәттеләр, үзләренең яшьләре буенча күпме беләләр, шуның тиклем күрсәттеләр. Балалар бик матур, бик акыллы, алар үзләренең белемнәре бар дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә алга табан тагын карарбыз әле. Бүгенге интеллектуаль тур бик уңышлы дип исәплим. А теперь девочек ждет творческий конкурс. За несколько минут они должны рассказать о себе и постараться открыть свои таланты. Болеть за маленьких жемчужин будут мамы и папы, бабушки и дедушки. Члены жюри каждой девочки поставят свою оценку. Продолжить участие в конкурсе смогут только лучшие из лучших. Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова каждой из участниц пожелала удачи. Я не скрою, что именно конкурс Нени Энҗеләр самый любимый наш проект. И любимым он стал благодаря нашим самым маленьким участницам. Потому что, кроме того, что они нам демонстрируют свои таланты, они очень искренни, они очень открыты,
Они показывают свое стремление познавать все новое и заражают нас своей энергией, своим позитивом, своим смехом и умением дружить. Поддержать девочек пришли и жемчужины прошлых лет. Оглядываясь назад, они вспоминают о том, как много дал им конкурс. Это было незабываемое время и уроки, которые обязательно пригодятся в жизни. Мин татар кызының инжелер бәйгесендә катнашканыма һәм җиңгәнемә бик шатмын. Кызлар, бу бәйгедә сез татар мәдәнияте иленә сәяхәт итәчәксез һәм бу сәяхәтегезнең күңелегездә онытылмас мизгелләр калдырыр. Мин чын күңелдән сезгә уңышлар һәм җиңүләр телим. Среди зрителей участницы взрослого конкурса «Татар-кызы». Они точно знают, изучать родной язык нужно с детства, и без поддержки семьи тут не обойтись. Мен татар телендә сөйләүем үзе бит инде бер традиция буларак. Без гаиләдә барыбыз да татарча гына аралашабыз һәм бүгенге көндә дә мин татар телен үстерү белән шөгыльләнәм. Самые преданные и верные болельщики «Жемчужин» – это, конечно, мамы. Они помогали девочкам готовиться к выступлению, придумывали вместе с ними номера, шили костюмы. София Султанова удивила всех необычным нарядом. Черное с золотом выглядит очень эффектно. Оказалось, все гениальное просто. Кофта у нас дома была, мы ее немножко доработали, убавили рукава, сшили черную юбочку, делали все вместе. Тесьму в магазине купили, к юбке пришили, колфак сделали. Встречают, конечно, по одежке, но провожать будут по уму. София Султанова и выступить смогла замечательно. Показала настоящий спектакль по сказке «Два петуха». Йөри аташ урамда, йөри, мактана, үзен үзе ярата, кыймага ашып утырды һәм акыра. Кукрикук, кукрикук. Конечно, жюри было радо, что каждая девочка спела или рассказала стихотворение на татарском языке. Это их дань уважения родной культуре. И будем надеяться, только начало. Эта хрупкая дюймовочка татар-кызы во втором поколении. Мама Алсуза Кирьяновой принимала участие в конкурсе в 2012 году. Дочка тогда еще не родилась, и вот сегодня она выступает на сцене. Будь то акробатический этюд, танец или песня, и даже спектакль о секретах настоящего чаепития, каждый номер был полон искренности, уважения и любви. Участницы все вместе показали одну общую историю о том, как важно помнить о своем народе и верить в свои силы. И тогда все обязательно получится. В этом году наши маленькие талантливые участницы продемонстрировали разносторонние свои и знания, умения, таланты, находчивость и в каких-то моментах даже и уже такую свою маленькую мудрость. Очень много было находок театральных, спортивных. Они открыли нам свой детский мир с разных сторон. И мы поняли, что наши татарские маленькие девчушки на многое-многое способны. Они не только прекрасно учатся, хорошо танцуют, хорошо поют, но они знают уже в таком маленьком возрасте очень много своих традиций, традиций своей семьи, традиций нашей культуры. По решению членов жюри 13 девочек продолжат участие в конкурсе «Нани Энджеляр». Их ждет незабываемое и сказочное путешествие. И добро обязательно победит. Ведь в сказках по-другому не бывает. Бүгінге тамам, біз тәгіл бір однадан көрішербіз. Но прежде чем попрощаться, я хочу задать вам один вопрос. Почему младшая дочь татарской народной сказки «Три сестры» превратилась в пчелу? Свои версии вы можете размещать прямо под видео в нашей группе ВКонтакте. А тот, кто будет первым, получит приз. Ну а правильный ответ вы узнаете в нашей следующей программе ровно через неделю. Сау болғыз!